стрима, прямого эфира. Добрый вечер, уважаемые мои подписчики. Так, сюда. Усаживаемся поудобнее. Так. Так. Подождем, пока немножко соберутся наши подписчики. И начнем наш эфир. Сегодня он у нас позитивный. Сегодня у нас новое пополнение. Так. И, конечно же, все желающие могут отправить запрос. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракатуху. Мы с вами пообщаемся, поговорим. Точно так же сегодня я вас ознакомлю с новыми нашими приобретениями. Один из наших братьев, достойный брат из исконно нохчи Тухума Тейпа Уарствай, в прямом эфире, в Телеграме поддержал наш канал и задонатил нам для приобретения нужных новых исторических, так сказать, книг и материалов. Мы приобрели великолепный материал. С ним я вас, конечно же, ознакомлю. С какими-то более подробно. Ибрахим, хотел бы, чтобы ты написал, обязательно напиши в Чечен Истории группе, скажи, что у нас идет прямой эфир в Ютубе, в Инстаграме, чтобы они подключались, если они хотят, конечно же. Просто напиши там в группе, если у тебя есть вариант в Телеграме, что идет прямой эфир, и ссылку на YouTube или же на Инстаграм, или то и другое, оставь им ссылку, чтобы они могли зайти, если у них есть такое желание. Вот. Есть пару моментов хороших, как говорится, и таких, которые более или менее. Сперва я бы хотел выразить огромную благодарность всем моим братьям, подписчикам, кто поддерживает наш канал. Ссылку увидите снизу стикером прикреплено, адрес или место, где вы можете поддержать наш канал, чтобы мы вели свою работу на поприще, историческом поприще,
непосредственно касаемо истории нашего народа, касаемо истории взаимодействия с соседними регионами, культура, география, любые вопросы, конечно же, кроме, честно сказать, политических, потому что политические вопросы решаются на другом уровне. Но мы, как говорится, то, что мы знаем, мы можем. Бывают такие моменты, которые люди задают вопросы, на некоторые вопросы мы даем ответы, если это не дискредитирует, конечно же, нас и наш канал, и вообще не подводит под статью. Так вот, первая книга, которую мы приобрели, великолепная книга. Опять же, хочу напомнить, что книги, материалы, карты мы все приобретаем в поддержку благодаря вам и вашей поддержке. Первая книга — это вот книга Багаева Мусы Хароновича. Это бывший преподаватель в университете, он преподавал мне. Книга называется, это очень интересная и важная книга, «Страницы древней истории Чечни, Чечении». И здесь прямо на первой главной карте, чтобы было видно, да, вы видите археологические раскопки, где проводились, библиография, книги, которые использовались. Дашириев есть, ну и Козлов, Крупнов, Кузнецов, Мальсагов есть, ну вот такие материалы. Даже Сампиев, Танкиев, Анчибадзе, Хизриев Хаджи Ахмедович, материалы его есть, а точнее кавказцы против Тимура. Вот, это очень интересная и важная книга, на которой мы можем найти очень много, касающихся нашей истории. Даже, как вы знаете, древняя история — это тот момент, где минимум затрагиваются в многих наших исторических книгах, но для изучения более подробного и ознакомления с нами мы приобрели вот такой вот, так сказать, великолепный материал благодаря нашему брату Орству. Вот. Огромная благодарность всем нашим спонсорам, всем, кто поддерживает и не оставляет нас в трудную минуту. Второе приобретение, и очень важное, нужное тоже. Я понимаю, что мы в основе своей всегда любим говорить о том, что ссылаются на материалы, которые или чеченские, там, или свои. Поэтому мы думаем, что книга непосредственно человека, который сам был и участником Кавказской войны, знает не понаслышке, это 60 лет Кавказской войны, чтобы вы знали. Вот такая великолепная книга. Видите? Написал ее Фадеев Ростислав Андреевич, 1824-1883 года. Книга очень хорошая. И опять же, что хочу сказать об этой книге. Материалы из этой книги мы будем публиковать. То есть это касаемо Кавказской войны. Самое важное, что мы находим в этой книге в основе своей. Я хочу, чтобы вы ознакомились, что очень важно. Мы такие книги ищем, приобретаем. Здесь есть карта, чтобы было видно, да? Видно? Вот так. Более подробно, чтобы было видно. Видите? Карта Восточного Кавказа. То есть здесь эту карту мы обязательно тоже опубликуем на нашем канале. Здесь очень много интересного, само собой. Здесь чем она интересна и важна. Здесь есть округ военно-осетинский, есть округ чеченский, есть округ ичкеринский, есть округ аргунский, Малая Чечня, Большая Чечня, кистинцы, дальние,
На этой карте очень четко указано, где они находятся, ареал их пребывания. Есть кисты дальние, ближние. И не касаясь ближних и дальних кистов, посередине есть точно так же галгаи. Это, само собой, еще до создания вообще Ингушского округа. Вы знаете его прекрасно, что создали в 1860 году. До этого, до 1860 года оно не существовало. Были указаны в предыдущем эфире наш брат, один из представителей нашего соседнего региона, под ником Буно. Мы с ним говорили как раз таки о том, что указано, не указано как Чечня, чеченцы, и многие упрекают или там говорят, что якобы почему я публикую на картах, которые нету Ингушетии и так далее и тому подобное. Это не моя прихоть, это работы, которые, как вы знаете, материалы за период 60-летней Кавказской войны. На карте как таковой ее не существовало, поэтому и нет. И ингуши, кисты и галгаи здесь на данный период указаны только лишь как общество, не как народ и не как отдельно. Конечно же, вне всякого сомнения, ближние кисты здесь входят в округ военно-осетинский, ближние кисты, а вот остальные, включая галгаевцев, ингуши тоже входят в непосредственно округ военно-осетинский. Галгаевцы входят ближе к Чечне, то есть округу чеченскому. Ну и остальное. Малая Чечня, вплоть до реки. Здесь указано. До реки Мартанки, то есть Фартанги. И даже дальше, если я не ошибаюсь. Так, да, Галашки в Малую Чечню входит еще, Карабулаки идут, Орсхоевцы идут отдельно, Назрановцы идут отдельно, но входят ли они в состав округа военно-осетинского, здесь не указано, потому что военно-осетинский округ, здесь конкретно границы нету указанной, лаконичной, а разбросанный по всему, там есть ближе к Каспийскому морю владение Тарковского, так оно и записано. А снизу, с картой, я думаю, вы ознакомитесь. Вот такая великолепная карта. Вот она, еще раз хочу показать, в этой книге. Вот она в формате больше, чем А4, 2 листа А4 в этой книге. И это очень важная и нужная карта, которую мы приобрели в новой книге. Думаю, в принципе, о Кавказской войне мы написали очень много, но, несмотря на это, мы обязательно ознакомимся с данной книгой. Вот наше новое приобретение. Фаеев Ростислав Андреевич. Начало 19-го, середина 19 века. Сама книга неплохая, называется «60 лет Кавказской войны». И за нее тоже мы благодарны нашему брату Орсхоевцу. Это непосредственно он поддержал наш канал, и благодаря ему мы его приобрели. Поскольку есть многие вопросы, и очень многие говорили, есть более толстая версия. Там была и советского периода версия Ахмада Сулейманова. Но на всякий пожарный мы приобрели еще раз более новую, дополненную, последнюю версию топонимии Чечни. Здесь это дополненная, исправленная, все данные Ахмада Сулейманова непосредственно под руководством его дочери, материалы, которые он дополнил. Вот, книга сама 2012 года. Автор книги краевед, этнограф, поэт, посвятил десятки лет сбору и обработке топонимических названий на территории исторического проживания нахчийского народа, чеченского народа. Воплощен в действительность монументальный труд, равных которому трудно припомнить как в науке, так и в книгоиздании.
по собственной инициативе, без какой-либо финансовой поддержки со стороны автора, проделал эту работу, посильную только целому научно-исследовательскому институту. Эта книга своего рода паспорт территории, который на протяжении веков изнурительной борьбы отстаивал наш народ. Материал привлекает своей глубиной, солидностью, комплиментностью. В 1995 году топонимия Чечни удостоена государственной премии Чеченской Республики. Вот такая вот книга, великолепная, это новое издание. Я думаю, что, возможно, у многих есть. Здесь очень много, допустим, примерно открыли первую страницу, да, общество Мелхиста было расположено в бассейне Мешехи и Байстхи, левых притоков реки Чанты и Аргун. Ущелье тянется с запада на восток от границ ингушского горного общества Цхорой, на юге общество граничит с Грузией, на севере с чеченскими обществами Кей, Ирлуай и так далее. То есть здесь точно описание, полностью описание что касается там, Мелхи, Тиру, всех чеченских, исконно чеченских тейпов и географическое расположение. Вот эта книга. Обычно, когда у нас очень часто задаются вопросы по тейповым принадлежностям, географическому расположению, эта книга является своего рода энциклопедией, поэтому за что, опять же, мы говорим огромная благодарность за поддержку нашего канала, нашего брата Орства, это при поддержке. Его мы приобрели. Валикум ассалам. Данную книгу, точнее, Галгай жили за рекой. Интересная книга, которая работали. Книга 2007 года. Материалы, очень хорошие материалы про Ташухаджи, про Наибов. Думаю, что эта книга вам будет тоже очень интересна. Вот такая книга «История Чечни 19 века», чтобы было видно. Вот. И по Кавказской войне мы сможем ее непосредственно, многие материалы оттуда достать, использовать, а это все научная литература, не художественная литература. Она в свое время была непосредственно для преподавания в школах и некоторых вузах. Коротко, если пробежаться, это Чечня в первой половине 19 века, социально-экономическое развитие политического устройства Чечни, в первой половине 19 социально-экономическое развитие Чечни, в первой половине 19 общественно-политическое устройство Чечни, в первой половине 19 века русское население северо-восточного Кавказа, в первой трети 19 века, самим собой документы, российско-чеченские политические взаимоотношения, 1800-816 год. Далее, начало нового этапа наступления России на Кавказ, Бейбулат Таймиев и А.П. Ермолов. Таймиев, сражение горцев в Чечне 1825 года, российско-чеченские отношения 1827-1830 года. Чечня – центр народно-освободительного движения горцев. Дальше борьба восставших горцев 1843-45 год, спад национально-освободительного движения
горцев. Далее материалы, которые вот интересны. Активизация военных действий царизма в Чечне, в Дагестане 1856-59 годы. Это падение уже имамата Шамиля. Наибы Чечни и другие сподвижники Шамиля в народно-освободительном движении. Это целое, как бы я вам главы зачитываю, материалы, которые мы будем использовать. Горское государство имамат и его роль в освободительной борьбе народов Чечни и Дагестана. Прошу заметить, что в этих книгах везде описывается именно Чечни и Дагестана, а не так, как пытаются некоторые переиначить и говорить Дагестана и Чечни. Причины поражения в историческом значении борьбы горцев Северо-Восточного Кавказа. Потом документы использования. Здесь административно-территориальное устройство, реформа, судебная реформа, земельная реформа, социальные отношения, развитие сельского хозяйства, развитие кустарных промыслов, развитие промышленности, народно-крестьянское движение, массовое переселение чеченцев в Турцию, что очень интересно, тоже материал здесь имеется, в 1865 год. Это особенно важно для чеченцев в основе своей, и второй части чеченцев астхойцев, которые стали мухаджирами и переселились на Ближний Восток. Восстание горцев 1877, 1878 это Алибек Хаджи Зандакский, материальная культура чеченцев, народное искусство чеченцев, духовная культура чеченцев, развитие письменности и просвещение чеченцев, народные знания, религиозное верование чеченцев, общественный быт чеченцев. Вот такая вот очень интересная книга. Думаю, что мы с многими материалами из этой книги ознакомимся. Опять же, благодарность нашему уважаемому брату, который поддержал нас. И прежде чем вы начнете задавать вопросы или отправите запрос в прямой эфир, пообщаться, я хочу, чтобы вы ознакомились с великолепной книгой, которую я много раз говорил в эфире, что мы не можем себе позволить, но ученого, ученого Лечи Ильясова, которая должна сохраниться на века и передать от отца к сыну, так сказать, информацию, которая находится в этом книге. Это подарочная книга, но очень редкая и очень интересная. Реально крутая, очень богатая книга. И я вас хочу ознакомить с книгой, которую я вам говорил, номер фактически один для всего народа. Это не специализировано для только научных кругов. Нет, это именно для каждого представителя именно Нохчу народа, который должен жить, который должен передавать от отца к сыну информацию, которую мы обладаем и которым мы получали от наших предков. Это вот такая книга. Книга называется «Онхалла. Кодекс чести чеченского народа». Видите эту книгу в золотом переплете. Вот такая великолепная книга, кожаная. Символ на нем увидите, да, чтобы было понятно. Тот символ, который как раз-таки вы видите почти что на всех и башенных комплексах, вы видите их и конкретно на могильных плитах по всей территории Нохчичу. Некоторые ошибочно почему-то этот знак солнца, знак плодородия, приписывают и говорят, что это якобы только принадлежит орсхоевцам. Что, конечно же, не является со всем уважением к части нашего народа, Уарстхоевскому, Арстхоевским тейпам, что она относится только к ним. Это недостоверная информация. Этот петроглиф, этот символ принадлежит всему Нохчи народу, без исключения, потому что он есть, он существует, и он есть от самых восточных части нашей Родины, это от Ауха и заканчивая Дарьяльским ущельем. Вот такой вот петроглиф, который вы видите, да. Вот. Книга очень богато оформлена, Здесь название Онхалла, Чеченский этический кодекс. Вот. Она в 3 версиях, чтобы было понятно. То есть Нохчи, русский и английский язык. То есть на этой книге весь материал переведен на чеченский, русский и английский.
чтобы, как бы, в принципе, можно сказать, для международного использования эта книга, и реально, честно сказать, с неким таким, с гордостью, честно сказать, ознакомился с данной книгой. Она уже, вот есть несколько версий, есть первая версия и есть уже, если, насколько я знаю, дополненная. 6-я версия, 6 версий, да, но более последняя версия, и есть более ранняя версия. Вот это последняя дополненная версия, авторская версия соответствует, как бы, составлению вступительной статьи Лечи Ильясова, иллюстрацию Вячеслава Бурлаков, или как его там, Бурлаков, кажется, его звали. Вот. Бурлаков, наверное, правильно. Дизайн верстки Широкого, Лейпунский, фотографии самого Лечи Ильясова, то есть напечатано в Москве, листы прямо вот, чтобы было понятно, да, в таком оформлении такие великолепные. Смотрите. Вот, великолепные листы. И здесь, на этой книге, мы, как говорится, знакомить полностью с материалами с памяти я не буду. Здесь петроглифы. Всего. Так вот, у меня есть вопрос к вам до конца эфира. И в конце эфира я уже отвечу на данный вопрос. Я хочу, чтобы вы сказали, сколько вообще, как бы правильно сказать, сколько в этическом кодексе непосредственно статей, сколько пунктов по Чеченскому этическому кодексу. Вот. Сделаю небольшую подсказку. От 1 до 100. Сколько пунктов кодекса чеченского этического кодекса? Вот такое вот задание в конце эфира, конечно же, я озвучу. Здесь все, здесь башенные комплексы, здесь все указано, смотрите. Вплоть до башенных комплексов, фотографий, рисунков. Все это великолепная работа на русском, чеченском и английском языке. Вот. Вот такая книга. Огромная благодарность нашему брату, который поддержал наш проект. Теперь мы, иншаллах, с этими, каждый пункт этого кодекса я опубликую у себя на странице, чтобы это тот, кто не может приобрести данный материал, точнее данную книгу, чтобы они могли в конце собрать, возможно,
и ознакомиться, передать, выучить и пересказать своим детям, чтобы мы могли им отправить, передать это послание, которое было собрано в данном материале. Вот. Еще раз огромная благодарность. Почему я говорю снова и снова? Это очень редкая книга, это очень реально крутая книга. Круче, по крайней мере, я пока не видел. Имеется это больше в таком в этическом, так сказать, кодекса Онхола, который есть. Есть еще вторая книга. Я надеюсь, что мои братья с Панкийского ущелья, по крайней мере, обещали. В PDF формате ее вроде бы мне скинули. Мне нужно непосредственно в бумажном месте кодекс чести, который был составлен Хасу Хангашвили. Это кистинцы, ногчи кистинцы, которые исконно уже на протяжении последних 200 лет, иначе Ногчи Мата Пенкези, он находится на территории Грузии в данный момент. Вот с ним я вас тоже ознакомлю, но в данное время вот это является одним из самых реально крутых произведений, которые у нас есть, которые мы приобрели. Хотел вам его всем показать и передать огромную благодарность нашему брату за поддержку. Причем самое странное, что было бы удивительно, если бы не было бы удивительно, если бы он там перечислил это на YouTube канале через Donation Alerts у нас есть, да, то есть Европы. Или же, если бы он это сделал в канале, в Telegram-канале, он непосредственно решил поддержать, поскольку он говорит, это значимо для нашего народа, это значимо для наших потомков, это исконный представитель Ногчи народа из Тухума Уорствой, Ногчи Уорствой, и ему огромная благодарность за поддержку, потому что в реальности, по крайней мере, за последнее время я встретился с человеком, который не на словах, не на обещаниях, сразу же в момент, вот такой достойный красавчик, брат Уорство, сразу же, как увидел, поддержал. Да, чтобы было понятно, он даже не проживает на территории РФ, не в Европе, он слушал прямой эфир с Америки, и вот непосредственно мы, как говорится, он поддержал нас в прямом эфире в Телеграме. Вот ему огромная благодарность. Зависает эфир. Так, это очень интересно. Почему он зависает? Ибрахим. У меня вроде бы все нормально. Почему зависает? Все видят, слышат меня хорошо или в чем? Мог, пожалуйста, твои нордийские сказки нам абсолютно не интересно. Это ингушский символ. Какой ингушский символ? Вот ты зашел, опять ноешь, опять рассказываешь сказки здесь свои. Пал дейрбог шудольч мехтя аж бючбек шабек палбок. Все, что вы говорите, вы только сочиняете и создаете.
запускаем эфир. Там у него в инстаграме чуть неполадки технические. У нас все нормально. Оманси, это Башлам перезапускает эфир. الحمد لله تيكو عمو أمير عمو. هلا هدى الله. Нажмите, ставьте лайки, вайле Ахмадей. Вон, сокучу, вон, номер 06. Хаттер, лол, хаттер. Ну чё, Башлауна, куда ты делся?
Türkiye başlam. Avokçar, milmiçar uyarda iş. Этот знак был присвоен Галгаями, когда вы создали свою республику. А это было 1990 года. А насчет твоего, если хочешь, у тебя есть вопросы, напиши, я передам Башлану, окей? Так, как теперь меня видно, слышно? Дайте знать, видно меня, слышно меня. Ибрahim, viens mūhais mūgo. Так. Так. Надеюсь... Надеюсь, видно, слышно. Алгай, для того, чтобы этот знак был вашим, вы должны быть алгаями. Знак этот переводится как разделение. Дик, хорошо. Хорошо. Слышно, видно. Это хорошо. Где я остановился? Где вы начали слышать? Где звук пропал? Надеюсь, что будет лучше слышно и видно меня. Так. Ну что ж, я готов ответить на ваши вопросы. Если есть запросы на прямой эфир, запросы мы тоже примем. Если есть вопросы, и ответим на них тоже. Вот. Надеюсь, мы пообщаемся. Вот такие, по крайней мере, без всякого преувеличения, я вас ознакомил с теми книгами, которые мы приобрели, великолепными работами. Багаева Мусы Хароновича, Лечи Ильясова, Хизриева, Хасбулатова. Там материалы очень интересные, особенно по Кавказской войне. Вот. Очень много материалов там. Возможно, я надеюсь, мы найдем что-то новое о том, что мы непосредственно о наших мухаджирах, которые переселились в 1865
65-е года, 63-65 года, да, которые переселились. 5000 семей, это 3500 с Восточной Чечни и 1500, ныне называемые ошскоевцами, Западной Чечни, Малой Чечни, переселение мухаджиров на Ближний Восток. Мы знаем, это государство Иордания, Сирия, Палестина, ныне Израиль, ранее это была Палестина, и Египет, и непосредственно в Турцию, больше всего в Турции. Переселение наших мухаджиров как бы на эти земли. Поэтому я думаю, что этот материал мы тоже максимально используем для нашей работы. Вот. Что касается петроглифов, последние, как раз таки, когда я штурмовал книжные магазины, нашел несколько материалов, еще нам, грубо говоря, там мы постараемся собрать на собранный непосредственно наш донейшн, постараемся купить. Есть великолепные книги, которые я увидел. Книги называются «Адыге», то черкесском народе, и «Чеченцы». Вот эти две книги, они вышли, новые две книги. Очень такие хорошие, монументальные книги, сборники. Они новые. Сайд Мухаммада Хасиева, информация там непосредственно. Что мне понравилось, что в таком количестве именно в нашем книжном магазине появились эти книги. Но они, не скажу, что они дешевые, но в любом случае, если я не ошибаюсь, они стоят то ли 3500 они стоили, то ли 3201 книга. Там два тома. Это «Адыги» первый том и вторая «Чеченцы». Именно два народа, и эта книга в одном, не одна книга, две книги изданы непосредственно под одним началом. Книги очень такие солидные, я так скажу вам, интересные. Вот. Конечно же, не обошлось без момента. Вот наша великолепная книга Ильяса Сигаури. Вот эту книгу я, по крайней мере, это старое издание, она в 5 томах. У всех есть только один том, или второй том, или третий том. Полный набор пятитомника этой книги я не нашел. Но мне пообещали его достать. Если получится, мы возьмем 4 книги, которые не хватает. Это и новое издание, которое есть Ильяса Сигаури. Он пока в проекте, пока мы его не достали. Есть еще пару книг, с десяток книг, которые мы должны приобрести. Да, я надеюсь, что мы найдем эти книги, по крайней мере, найдем спонсора, поддержку, чтобы мы могли приобрести эти книги. И, само собой, все важные, нужные материалы, куски, которые интересны для наших читателей, подписчиков, мы опубликуем их на нашем канале обязательно. Что касается вот этой великолепной книги «Тени вечности», на котором есть почти что все башенные комплексы, петроглифы. Это издание, опять же, Лечи Ильясова, великолепное издание. Но проблема заключается в том, что я столкнулся с дополненной версией этой книги. Эта книга, ее продавать нельзя, она непосредственно напечатана Даргеш Дойб, ныне чеченский меценат. Агаев Ваха, если я не ошибаюсь, он был спонсором этой книги. И ее четко указано в описании, что эту книгу продавать нельзя. Эта книга нужна только для научных работ, и чтобы ее бесплатно, конечно же, раздали. Вот эти книги. Вот точно так же бесплатно я получил. Ну, что я хочу сказать, почему я вам показываю эту книгу. Мы многие материалы отсюда берем. Само собой, никаких сомнений, что это только Нохчи истории, Нохчи петроглифы, Нохчи башенные комплексы, села и так далее и тому подобное. Все только чечен. Не Чечено-Ингушетия, а только чисто чеченская, нохчийская. У этой книги появилась дополненная версия. Книга эта стоит, если я не ошибаюсь, она стоит то ли 7500, то ли 7600, если я не ошибаюсь. В пределах этого. Или же от 6800 до 7500.
Но Авито показывает, что там есть дешевле, и когда ты начинаешь смотреть его, не находишь. Само собой. В магазине она есть, она дополненная версия. И еще одна книга, она чисто по петроглифам, называется «Петроглифы Чечни», она тоже Лечи Ильясова. Короче, эти книги, эти материалы, там все тейпы, исконно ногчи тейпы, петроглифы, башни, комплексы, на которых они опубликованы. У нас есть, вы знаете, каталог, да, я вам показывал, и могу сейчас еще раз показать. Его сделало Министерство культуры Чеченской Республики. Первая версия у нас есть. Второй версии мы еще не достали, но если вдруг мы достанем второй версии, там указаны башенные комплексы, размеры, где они, в каком состоянии, насколько они законсервированы или восстановлены или нет в данной ситуации, да. Вот такая вот инфо по книгам. Тени вечности. Нет, Тени вечности, вот у меня она есть, Тимур. Ее, Тимур, эта книга есть. Дополненная версия. Там другая. Там дополненная версия. Есть две версии. Там есть по 5500. Это у меня есть эта книга. Если я не ошибаюсь, то ли 6500, то ли 7 она стоила в пределах этого. Я точно не знаю. Врать не буду. Но эта книга есть, и она... Честно сказать, мне почему-то показалось, я не буду врать, я открыл ее, но для сверки у меня не было этой книги, чтобы я мог сверить. Если они одинаковые, то смысла приобретать новой нету. Если это та же самая книга, просто в другом переплете, то смысла ее покупать нету. То есть это одна и та же книга. Вот. Есть петроглифы Чечни, есть Красная книга Чечни, есть Чеченская автономная область. Там тоже очень красиво, очень богатое оформление. Великолепная книга. Опять же, чтобы было понятно. Каждая книга, в которых есть петроглифы, в которых есть символы, обозначения, семиотика, упоминание семиотики. Это все важно для всей исторической науки и для каждого представителя нашего народа. То является чистокровным ногчу, имеется в виду, понимаете? Это начиная от Гуайхи и Каэс-Пхуард, то есть от Сулака, Каспийского моря, и заканчивая Дарьяльским ущельем. То есть, как мы говорим, смотри, Тимур, вот эта книга у меня есть, вот она. Она зеленая, понимаешь? А вторая версия, Тимур, там указано, что она красная. Темно-красная. Бордовая, кажется. Если по толщине эти книги одинаковые. В одном магазине мне сказали, что это дополненная, последняя версия. Не знаю, это был ли маркетинговый ход, или же это было, как говорится, это одна и та же книга, просто в разных переплетах. А вот этой книги нигде нет. Есть она только в одном экземпляре, то есть один том, а это пятитомник, чтобы было понятно. Это Сигаури. Это великолепная книга, еще во времена Ичкерии она написана, если я не ошибаюсь. Да, это 1997 год. Это Ильяс Сигаури. Очерки истории и государственности, устройства чеченцев с древнейших времен. Вот, этот том у нас... Вот что самое интересное, тут не поймешь, и нигде здесь не написано, какой это том. Их всего лишь 5 томов, и все они разные. Почему-то все думают, что эти книги, они абсолютно одинаковые. То есть... Смотрите, о событиях в Чечне и на Кавказе в целом в период с 1991-1997 годов автор расскажет в своей новой книге, которая планируется к выпуску на свет в 1998-1999. А мы знаем, что в 1999 году, то есть это новейшая история, она уже началась война в 1999 году. То есть у нас есть книги, первый том у нас есть, но, точнее, из 5 томов один у нас есть. Но в магазине я заказал, сказали, постараются достать остальные 4 тома. Тогда уже будет полная версия. В этой книге очень много материалов и моментов, которые, к сожалению, еще когда я учился на историческом факультете, этих материалов не было.
То есть использование этой книги как бы не сильно тиражировалось. Мы знаем, что у нас после этого появилась великолепная книга Хасана Бакаева, которая у нас тоже есть. Но, опять же, нам нужна более дополненная, полная версия и о новейшей истории нашей Родины, и с древнейших времен до новейшей истории. То есть в этих книгах есть материалы, которые проливают свет на многие документы, касаемо даже по границам нашей Родины. Само собой, касаемо и лингвистики, и географии, и культурного наследия нашего народа, и археологические непосредственно, какого рода кластеры находятся на территории Центрального Кавказа, а точнее на территории нашей Родины. Это все есть и указывается. Почему важны эти книги? Почему я вам все время рассказываю об этих книгах? Эти книги проливают свет на многие места, когда многие нарнийцы востока, запада, без разницы, севера или юга, когда они пытаются садиться на уши и рассказывать нам какие-то байки о своих исторических. Ва алейкум ассалам, брат Биноевский, брат красавчик, один из потомков брата Байсангура Биноевского. Так вот, очень важно, и я вам говорил об этих двух книгах. Первая книга, вот эта книга, которую мы достали, это наше золото, это наше как бы первое место. И второе место, почему? Здесь, в этой книге, здесь она несет непосредственную нагрузку, и здесь этический кодекс нового народа. Здесь непосредственно нету документов, расшифровки, там другие. Это чисто только по чеченской истории. Понимаете? А в работе Сигаури, Хасана Бакаева, это уже научные работы. Там уже материалы других соседних регионов, Грузии, Армении, Закавказья, ныне называется Закавказье, хотя это все мы знаем, что здесь есть. И еще раз повторюсь, вот эти две книги, это первое, второе место, и третье, четвертое место, вот остальные, все, что мы видим по книгам касаемо у Хасана Бакаева, великолепная работа, все о нашем народе. Это как бы не оспаривается. Но благо Хасана Бакаева книги мы достать можем, и они в доступе есть. Короче, чтобы все вам рассказать, пытаюсь как бы нахлестно быстро. Но в этих книгах очень важные нюансы. Есть люди, которые вам сидят и рассказывают всякие сказки, да, вот это наше, Бамут наш, этот наш, там, Свердловский район наш, вот эти петроглифы наши, вот эти там ауховцы пришли в 18 веке, якобы пришли на Ауховскую область, которая находилась между речью Терека и Сулака. Эти все байки, вот непосредственно по таким книгам можно вот 5 секунд опровергнуть. И, как я вам сказал, я, и честно сказать, не ожидал по материалам, вот смотрите, по вот этой книге. Вроде бы простая книга, да, написана царским офицером, 60 лет Кавказской войны. Бум, мы находим в этой книге, вот как должны это делать нормальные люди, да, мы находим здесь великолепную карту. Эта карта указывает, понимаете, вот, смотрите эту карту. Это великолепная карта 19 века, то есть здесь написано Восточный Кавказ, здесь какие округа, Малая Чечня, Большая Чечня, само собой округ Чеченский, округ там Ичкеринский, округ там Аргунский, Малая Чечня, Большая, Военно-Осетинский округ и все. Остальные, имеется в виду, владение Тарковского там есть, Мехтулинское там есть, Даргинский округ там есть, Дербенский, Казикумухская тоже здесь есть, да, и уезд, ну и Грузия здесь тоже есть, Тифлисский уезд, ну и так далее и тому подобное. Вот такие вот карты, они особо важны, потому что они основаны на исторических документах, чтобы было видно, да. За такими картами, как вы знаете, я просто-напросто гоняю, чтобы они жизненно необходимы и для нас, и для наших потомков. Почему? Потому что в будущем есть очень много фейковых бросов карт. Люди еще с 2006-2007 года, пока в Чечне шла война, подделывали карты, закидывали в интернет и на различные сайты и говорили: распространяйте фейковые карты, потом мы будем ссылаться, и доказать, что это не настоящие карты, будет невозможно. Само собой, эти фейковые карты сегодня многими используются. Вот эти карты, в котором там чуть ли не Дачхой Мартана, Русмартана, территория там
это принадлежало, это все фейковые карты. В основе своей, убрав название военно-осетинский округ, они туда взяли другой округ, название, вы уже должны понимать, что за название там уже, и так далее, и тому подобное. Ну, для этого и поэтому люди начинают говорить о том, что якобы, у них же тоже есть доказательства, они же тоже правду говорят, а вот вы, мне это абсолютно нету, как говорится, нет никакого желания использовать ни фейковые документы, ни фейковые карты, честно сказать. Я понимаю, что производится компиляция, бывает такое, которое заменяет там слово, термин какой-то где-то. Это понятное дело. Но целые карты делать или закидывать их, такого, алхамдулилля, за мной не намечается и да, не будет. Карты мы используем грузинские, армянские, турецкие, арабские. Мне проще непосредственно ссылаться на документы. А ссылки на Лаудаева, ссылки там на кого-либо там, Гаджиева, да, ссылки в Ахуште Багратионе, нам карты, да, которые показывают все время одно и то же. Но когда ты им задаешь вопрос, вы согласны со всем, что говорит Вахушти Багратионе? Вы уверены в том, что Вахушти Багратионе написал оригинальные, детальные, точные карты? То есть и все, что им сказано, является достоверной информацией. Тут, конечно же, у нас появляется большой казус. Почему? Потому что бывает очень трудно, не только трудно, появляется реальная проблема. Проблема появляется в том, что кто бы что ни говорил, кто бы что ни делал, в конце концов мы сталкиваемся с тем, что находятся аргументы и факты, которые говорят обратное. То есть любую ложь можно опровергнуть. Когда ты опровергаешь ложь, вот ты только на нас, против нас, нет. Я работаю против любого человека, который непосредственно является лжецом, клеветником, занимающимся компиляцией, который непосредственно работает против нашего народа, нашей истории, нашей Родины. Вот это самое важное. Будь то чеченские тейпы, тухумы, башни, без разницы. Это все касающееся нашего народа. Остальное, если вы говорите, мы этого делать не будем, мы все по-братски, мы являемся там, мы вас не трогаем, и нам до вас дела нет. Вот так вот. Ладно, задавайте вопросы. Так там Вахушти обозначил эту территорию как внутригрузинское царство. Это не важно, суть не в этом. Им подкинули, а они съели. Неважно, это достоверно, недостоверно, ложь, это не ложь. Они это используют. Я вот об этом говорю. Я думаю, ты понимаешь, о чем я веду речь. Вот. Дальше. Так. Если есть вопросы, Ибрахим, есть в Ютубе вопросы, задавайте, скидывайте ссылки, точнее, отправляйте запросы и отправляйте. Уважаемые друзья, я вас прошу, я знаю, ты описание не слышал, как он описывает и осетин, и грузин, и всех остальных, Вахушти Багратионе, особенно и про женщин и так далее и тому подобное. Прочитай, там очень много можно найти. В последнее время майство, эта тема идет до сих пор. Да, и вот это последнее фейковое, что-то подняли в большую тягомотину. Мне отправляют, ты слышал, что чеченцы отбирают кусок нашего заповедника Эрзи и присоединяют его к чеченскому заповеднику, восстановленному Даймах. Честно скажу, валейкум ассалам, честно скажу, я ничего подобного не слышал, не видел, имеется в виду, здесь и все это внутренняя территория, это наше дело, мы занимаемся своей территорией. А то, что там кто-то сидит и сочиняет, вот они собираются под шумок сейчас забрать нашу Эрзи. Нет, уважаемые хорошие.
Как раз таки проблема в том, что... Бяхман Билош? Assalamu alaikum. Rada musea nikad nav naš uzsvēziens, kas roļ kā zvučki nesen. Так, Бяхман Билош? Так вот, на чем я остановился. Так. Сейчас бы вспомнить. Что я говорил? Напомните мне. Ну, граница до объединения 1934 года я карты вам публиковал, вам показывал, конечно же, Суджинский район, фактически этих 8 сел с 2018 года, которые передали, они никогда не были ингушскими. Никогда. А когда начинают возникать, говорят, они ваши были только 4 года, они наши были 4 года. И до того, как они стали нашими, непосредственно по ним работал и высказывался, заповедник. Высказывался еще в свое время Асламбек Шарипов и говорил, что наши земли, имеется в виду непосредственно это и Суджинский район, сидят казаки, которые незаконно проживают на наших территориях, наших северо-западных территориях, и чтобы эти земли были освобождены. В момент я опубликовал этот документ, есть на нашей странице bashlam.39 в Инстаграм. В Ютубе, я не помню, в то время у меня велось ли сообщество. Там мы дублируем, вы знаете, везде, в Твиттере, ВКонтакте, в Фейсбуке, везде у нас есть. Насколько я знаю, по крайней мере, если это не какая-то секретная доктрина, ни о чем в Чечне таком не обсуждается и не говорится, тем более. Привычки у кого-то что-то брать стихаря, у кого есть, мы знаем. Это показал 2009 год, не в обиду будет сказано. Пока в Чечне было КТО, пока по этим гористым, лесистым местам никто не ходил, не занимался наукой и исследованием, имеется в виду направлено четко на это. Некоторые стихаря прихватили и хотели присоединить. Документы этот есть, вы можете прочитать. Я думаю, что с этим проблем нет. Башлам, название чеченцы на побережье Каспий было до появления Чечен-Аул или же после? До появления. Я в эфире, братан. Эфире Ауса Оша. Давай. Что ж прям... Так вот, чеченцы, название острова Чечень до создания Чечен-Аул. Башлам, твои недоброжелатели, нарнийцы, любят вырезать моменты с прямых эфиров, которые им выгодны. Да, пускай делают рекламу. Чисто от души баракалла. Они думают, что они делают черный пиар, но мозгов-то не хватает. А тот момент с Евлоу Своларда, Дессингс кейс, братан, это мой однокурсник, Умалат, исконно чеченец, из Тейпац-Ечо, являющийся Орстхо, мой однокурсник, пришел и привел его. Это вырезанный момент. Я ему этот вопрос не задавал, человек зашел, задал ему вопрос. И после какие были разборки, все прекрасно знают. За его высказывание, что он не проживает, что он не знает. Я в эту тему лазить не сильно люблю. Но хочу сказать,
Волар, Гихи и все эти территории, Даут-Мартан, ныне Ачхой-Мартан, все эти территории исконно чеченские. От того, что там было одна-две там небольшие места, где разрешили пасти скот, небольшая полянка там, километр на километр разрешили пасти, и кто-то проживал из Галгая, то есть там было Галгай, Арибо, что они печатают. Это не обозначает, там есть Зумсо, Ари и так далее. Имеется в виду, что Галга из Тейп, из ногчи народа. Зумсо, Тейп из ногчи народа. Там Зумсо, Ари, Эхке, Ари и Томсо, Ари. Там разные названия есть. Можете посмотреть, это никаких с этим проблем нету. Поэтому нужно рационально относиться ко всей информации, а не создавать сказки создунские, как говорится. Создунов очень много. Башлам, ассалам алейкум. Кто авторы, когда были изданы эти книги? Авторы, какой книги ты имеешь? Ас-Сигаури. Все книги, которые я сегодня показал. Если вот про эту книгу конкретно в данный момент, вот эту великолепную красавицу, которую помог наш брат Арсхоевец нам приобрести, он задонатил, помог, дал сидуальцу, дал саадуэл, болдиснек изачка соудолетил, то это работа Лечи Ильясова. Башлам, покажи им результат ДНК-тестов. ДНК-тестов, им результат ДНК-теста человека из Валарды, у которого родственник Тейпы Галай, и сам он Евло. Но вот эти ДНК-тесты, они у нас есть, вы можете посмотреть. Они, конечно же, сами, там все ДНК-тесты сходны только с чеченцами в основе. Даже евлоевские, чисто чеченские ДНК там в основе своей. Хотя это сложно сказать, но ближе чеченцам, поскольку сказать, что разные ДНК, и у чеченцев, у ногчей, и у ингушей фактически одно ДНК. Тут немножко сложно, но даже среди тех, что есть, они ближе к нам, конечно же. Десинг Generazes Думяцун, название нехорошо вижу, но вот их я опубликую, вроде бы скрины у меня есть. Если нету, скинь мне в Инстаграм, я еще раз опубликую. Ассалам алейкум, Башлам. Когда шейх Мансур напал на крепость Кизляр, входил ли Кизляр в чеченские земли? Написали, что шейх Мансур впервые за пределы Чечни атаковал регулярную армию. Чечен History. Но смотри, скажу так. Во-первых, Кизляр не входил в Чечню в тот период. Были ли чеченскими это земли? Да, были. Когда-то были. Но он не входил в состав. Кизляр не входил в состав Чечни в тот период. Это однозначно. Умалатовы с Воларга переселились туда из кровной мести. Я с ними разговаривал. Не Умалатов у него фамилия. Умалт — это мой одноклассник. Я вообще говорю, чтобы ты понимал, если ты об этом говоришь. Но с ингушский ДНК проект закрыт. Ингушский ДНК проект закрыт, это как бы не наша вина. Башлам, так получается, название чеченцы не происходит от аула, как считают некоторые. Расул Альдеев, абсолютно верно. И многие, они говорят, что одна из версий того, что назвали чеченцы, из заселения чеченов. Конечно же нет. Но у нас есть очень много материалов, где есть и горы, которые в Ингушетии, Чечхи называется, есть река, Чечкварт, гора, но они никаким образом не имеют отношения к нынешнему Чечен-Аулу, где находится нынешний Чечен-Аул, где находятся они в верхней части. Там есть разные версии, поэтому мы работаем над этим. Делаем все, что возможно, конечно же. Я надеюсь, что, Ибрahim, у тебя получилось отправить на канал Чечен History в Telegram, что у нас идет прямой эфир. Если там есть ребята, которые хотят задать вопросы, без разницы, сюли они, нет, без разницы. Вот, было бы хорошо, если бы они подключились в Instagram или в YouTube и задавали вопросы. Насчет Телеграма. Сделать и в Телеграме, и в Инстаграме одновременно. Мы это сделаем тоже.
Очень постараюсь. Вчера, я прошу прощения, вчера у нас должен был быть эфир, но из-за погодных условий выключили свет, и я не смог вчера сделать эфир. Такое тоже бывает в 21 веке. Давал Башлам, Надуц, как много названий, как могло название Галгай-Ари попасть в карту из-за этого, что мы там пасли скот по вашему... Какую карту? Ты говоришь о картах, которые фиксируются в местности. Еще раз повторюсь. Твоя информация, которую ты говоришь, это небольшая местность. Это 1 на 1 километр максимум. Чтобы ты понимал. Ты пойми, там есть Дзумсой Ари, там есть Эхки Ари. Вопрос. Дзумсой является отдельно, Тумсой является отдельно, Эхка является отдельно. Это Ария называется. Все места, которые там есть на этой карте. И опять же, эти карты не являются административными картами, географическими картами, а просто на одном месте зафиксировали. И Галгай-Ари зафиксировал именно кто? Ошибочность это была исправлена во второй книге, я так понимаю, Амада Сулейманова. Понимаете? Просто зафиксировали. Сейчас посмотрим. Если в топонимии новой версии, в старой версии уже говорит, ну там Чечена-Ингушетия, а здесь уже Чечня. Смотрим. Так. А, Б, В, Г, Д. Давай посмотрим. Так, предание. Мартанчу. Котор. Гихта. Ашхой Марта. Воларта, Валерик. Описание все здесь есть. Хамби Ирзи. Микротопонимия. Шахми Юрт. Микрошалажа. Так. Атах. Сейчас посмотрим, есть ли здесь что-нибудь вообще с таким названием. На Г. Горогорск. Гл. Галгала. Калиновская. Верзгала. Червленая. Так, давайте посмотрим. На букву Г что еще у нас есть? Эленюрт, Алханкала, Зонах. Смотрим на Г. Город Грозный, Сюэльжгал, Гихи, Гихичу. На Г. Смотрим дальше. Гордала, Гордали. Гюна, Гуной. Если что-нибудь, Галашки, микротопонимия, Галашки есть даже.
Сейчас, подождите. Гажа-Дюрт есть, Нестеровская. Галай-Чож, Галай, Нохчитайп есть. К сожалению, ничего подобного насчет Дишни, Ирсхуайку, Джейни, Бараха, Кей, ничего о Галгаяре. Так, ладно, вернемся. Что там еще, кто там задавал вопрос? Так, ассалам алейкум. Гезлай олштейп дуйду. Гезлай олштейп ду, нохчитейп ду. Не путайте. Гезлай и Гезлай. Гезлай это татары, а Гезлай это нохчитейп. Как любят намнийцы говорить про 86% J2, теперь аж 90 пошли. Ну, говорить язык, как говорится. Да. Отравил. Сейчас еще про гелов будут говорить с суверенной карты. Да, конечно. Гелы это, конечно, очень хорошо. Башлам, если не входил Кизляр в Чечню, то какой смысл было нападать и вообще что такое состав? Ладно, поясню тебе. Если своей землей считали, то зачем жить территории, если не за освобождение? Поясняю. Во-первых, речь не шла об освобождении Чечни. Это первое. Ты путаешь имама Кавказа с каким-то там, допустим, национальным освободительным движением местечковым. Не забывай, имам Кавказа, первый имам Кавказа, шейх Мансур, он вел освободительную войну от царской России. Крепости, на которые нападал шейх Мансур, какие? Напомни мне. Кизляр, Моздок, Владикавказ и так далее и тому подобное. Это были главные опорные пункты царской России. Это были главные опорные экономические корпусы России на Кавказе. Чтобы ты понимал, да? Владикавказ, Моздок, Кизляр, если я не ошибаюсь, Моздок тоже был, да. Потом, во-первых, когда он занимался освободительным движением, он же ушел, если бы он был местечковым, то есть занимался освобождением только чеченской земли, зачем, какой смысл был со всеми своими воинами в количестве 10 или 20 тысяч уходить к адыгам? Черкесами называйте их, кабардинцами называйте, без разницы, правильно, адыге. Зачем было уходить и возглавлять и адыгов тоже? Он призывал всех кумыков, лезгинов, даргинцев, аварцев, чеченцев, часть чеченского народа, карабулаков, осетин, кабардинцев, черкесов, адыгов, называйте их как хотите, карачаевцев, балкарцев. Он призывал к освобождению Кавказа от царской России. Опять же, на тот период, по крайней мере, так пишут, что он возмутитель, что он освободитель, что он религию проповедовал, его же называли лжепророком. Там же были интересы атаманской Турции. Они хотели сделать на него ставку через религиозные, освободив Кавказ от царской России, чтобы внедрить туда и были интересы атаманской Турции. Это была цель. Какие еще пункты он должен был нападать? Дальше потом Майкоп, Анапа и так далее и тому подобное. Поэтому мышление о том, что зачем он пошел на Кизляр, если Кизляр это не чеченская земля. Его понимание было. Было ли оно специально в таком формате сделано благодаря атаманской Турции? Было ли у него взаимодействие с атаманской Турцией?
Я сомневаюсь. Почему? Потому что он не доверял до конца Отоманской Турции. Да, он не отказывался, но и не доверял. Потому что когда брали уже Анапу последнюю, что произошло? Все турки, которые были, предали, остались только адыги, иновчи, которые там были, и как кто попал в плен, и как попал в плен. Потому что до конца чеченскую землю, чеченскую независимость. Нет, конечно, поэтому вы неправильно думаете, это не местечковый имам, не местечковые национальные какие-то интересы. Нет, он имам Кавказа, и поэтому он призвал чуть ли не от Азербайджана и заканчивая черкесами, всех призвал, кто может стать под его знамена. Религиозное это было или политическое это было, что говорит об этом наука, история. Царская Россия и историки царской России говорят, что это было религиозное вдохновление, возбуждение умов всех кавказцев под религиозной оболочкой. Так ли это или нет, Аллаху алям. Были ли у него какие-то политические воззрения, чтобы идти воевать против России? Нет. У него не было. У него было только освобождение от инородных мыслей, которые противоречили, на тот период, по крайней мере. Из тех книг, которые мы читаем. Опять же, мы очень мало знаем о шейхе Мансуре, о его политических взглядах, о его мышлении. Мы знаем о его религиозных призывах, опять же, которые описаны в основе своей или доносами царской России, или же офицерами царской России, или же какими-то фрагментарными кусочками, которые были написаны первым имамом Кавказа. Поэтому нужно смотреть более широко на этот вопрос. Так, дальше. Башлам. Во время шейха Мансура не было административной единицы, а так до прихода царской России на Кавказе, так называемое Терско-Сулахское междуречье, были чеченские земли в том числе. Нет, ты неправильно говоришь. Во-первых, период административный, смотри, начиная с Петра Первого, а Петр Первый, мы знаем, это до шейха Мансура, прихода, он хотел, и когда он спустился, какова была цель Петра Первого? Цель Петра Первого была освободить из-под влияния Дагестан, Дагестан, да, нынешний, из-под влияния персидского завоевания. То есть ни турков там не должно было быть влияние турков, ни персов там не должно было быть влияние. Грузия, Армения находился на территории чьей? На тот период. Под царской Россией. Это вторая половина 18 века. Это уже восточная, это линия, целая кавказская линия. Прошу понимать периоды, когда пришел Петр I, начало 18 века, когда был шейх Мансур, вторая половина. При Петре I считается фактически, что весь Дагестан перешел фактически под влияние царской России. А вот при следующем уже, или Елизавете, кажется, якобы она отдала эти земли обратно частично Персии. Там геополитические, там какие-то маленькие общества, которые ты говоришь, которым эти земли принадлежали, они не имели никакой роли. Там три великие империи. Отоманская, османская, персидская и российская. Все. В дальнейшем потом уже подключились и европейские тоже. Но о чем я говорю, вы, думаю, понимаете. Поэтому мы чуть-чуть говорим о разных вещах. И Владикавказ, и Кизляр, и Моздок, они считали, что это их административные единицы и на территории, завоеванными землями царской России. Хочешь ты этого, хочу ли я этого, без разницы.
Вот так и есть. Завоевали и построили. Не могли же они построить, взять и построить крепость или пост там и сказать, что это наше, если оно не является завоеванием. Так, валикум ассалам. Гезлай тейп дадуй. Ду гезлай тейп ду. Мансур впервые и единственный имам Кавказа. Так, Башлам. В Ютубе есть видео, где говорится, что Чеберлай это исконно аварская земля. Уважаемые мои братья, исконно аварская земля не может быть Чеберлоя. Чеберлой существует еще когда, как таковое, название аварская земля не существовало. И никогда они там не находились. Вот. Это раз. Во-вторых, написала это Шавлаева, написала это кто-либо угодно. Эти земли были освобождены после определенных войн. То есть чеченцы, когда ушли в глубину, скрывались и во времена Тамерлана и так далее. Что там было у аварцев, аварцев, я уже не знаю, как правильно их назвать, они уже по-разному. После нашествия Тамерлана, то, что они спустились и на свободные земли осели, потом чеченцы вернулись и потихоньку освободили свои земли, это другой вопрос. То, что они претендуют на Шарой, то, что они претендуют на Чеберлой, вот эти вот сказки, они уже давно опровергнуты. В какой-то период, что они входили, если они входили под юрисдикцию, называть хапизы, кому угодно, у меня возникает вопрос. Земля чеберлоевцев, шароевцев, ичкеринцев, они претендуют на эти земли и говорят, что это... У меня возникает вопрос. Зачем самим жить на голых скалах, где нормально ничего не растет? Нету ничего, ну, грубо говоря. Очень скудные леса, поля, место для посевов, всего остального. Зачем они сами жили в худших условиях, а чеченцам, которые пришли, они отдали великолепные плодородные земли, красивые места, с достаточно просто прозрачными райскими речушками и так далее и тому подобное. Вы сами подумайте, вот вы хозяин земли, вы останетесь на лучшем куске земли. В любое время разницы нету. И в то время наши предки, и их предки не были дураками. Неужели вы думаете, сюли настолько тупые, что они себе оставили голые скалы, о которых говорит Расул Гамзатов, которые находились далеко там, за Гояхи, да, где-то там, Хунза в той области. А чеченцам отдали великолепные земли с террасными полями, где тысячелетняя история, башенные комплексы и так далее. Взяли и отдали чеберлоевцам, шароевцам, ичкеринцам. Они отдали, вот сюли такие дурные, а вот ногчим они отдали великолепные места. Так что ли? Хорошо, проходит 100 лет, и царский офицер пишет, какое отношение у чеченцев было к сюле. Я не говорю во времена там имамата Шамиля, там, когда приходилось под общие религии, там, всем, какое отношение было у ногчи народа к сюле, да и вообще к инородным. Это царский офицер описывает. Какое отношение к попрошайкам было у чеченцев, которые заполоняли. Не чеченцы ходили в Аваристан, в Хунзах, в выходные дни или в пятничные дни, в четверг просить подаяния. Хотя они, по сути, когда рассказывают об истории, говорят, что это были богатые, ханские, там чуть ли не великолепные террасы, замки были там, там древний Сарир был, там все. Значит, эти места должны быть богатыми. Скажите мне, какой человек из богатого города с великолепной культурой и всем остальным придет просить подаяния к чеченцам? Дубровин это описывает, что чеченцы отдавали, и хлеб давали, и кормили их, и отдавали
на подаяние. Не чеченцы ходили в Хунзах и в другие города, которые там есть. В Сарир или называйте как хотите. А они приходили. У меня возникает вопрос, когда эти люди пишут такие вещи, они были под нами, они были... Вопрос. Стратегически эти места, они очень богаты были солью. Во времена имама Шамиля мы знаем, что там добывали соль, там добывали, там кто-то там порох добывал, кто-то там добывал различные, ладно, окей, природные ископаемые. Зачем, возникает вопрос? Почему эти же Сюли и остальные не проживали на этих шикарных местах, землях, а проживали там чеченцы? Которые не подходят ни по языку, ни, с учетом того, что говорят, ни по религии, не подходят к этим людям. Ну вот они абсолютно разные. Культурно, ментально они разные. Описание царского офицера, который был в плену в Чечне, он говорит, он с презрением относится, и чеченцы не выдают своих детей и своих девушек замуж за Сюли. Почему имам Шамиль пытался, точнее не пытался, он женил своего сына насильно на дочке своего наиба Талхига, чтобы сродниться с чеченцами. За что Талхигу, да, он мог дальше вести свою борьбу. Почему об этих вещах мы не говорим? С чего вы взяли, что Сюли владели прекрасными землями Ичкерии, Шароя, Чиберлоя, с его великолепной, богатой культурой, с прекрасной местностью, с плодородными землями, с великолепными альпийскими лугами, где скот просто-напросто за один сезон набирал огромный вес, где лошади были более выносливые и так далее. Зачем отдавать великолепные места чеченцам, проклятым, которые были нелюбимы, которые были язычниками, которые были плохими, со своими петроглифами, башнями, которые они строили в Шарое, в Чеберлое, в Аухе? Почему им отдавать эти земли, а самим жить на голых скалах, о которых рассказывал Расул Гамзат? Зачем? Вот скажите, где логика? Неужто вы думаете, ваши предки, тот, кто это пишет, были настолько тупые, чтобы отдать великолепные земли пришлым, а себе оставить? А нет, мы их обложили данью. Возникает вопрос. Еще раз повторюсь. А не потому ли, что эти земли были всегда чеченцами, и вы непосредственно были приглашены на эти земли, когда ослабли чеченцы от войн? Это более правдоподобно. Вас приглашали, вас звали как управленцев, чтобы ваши сородичи не нападали, пока мы слабые, пока мы не восстановились, пока мы не возродились. А потом сказали, геттик, валите к себе. Вы у себя, мы у себя. Вот так все было. А чьи земли, когда имам Шамиль в 1839 году раненый со своим сыном пришел в Чечню, изможденный, кто его окружил, кто его вылечил, кто его поддержал и пошел освобождать аварские земли, которые на тот период уже были под царской Россией? Возглавлял имам Шамиль. А кто был за имамом Шамилем? Все были чеченцы. И освобождали они аварские земли. По крайней мере, так говорят царские офицеры, историки. Зачем? Возникает вопрос. Где имам Шамиль в своем хоть одном трактате? Гази Мухаммад, Гамзат Бек. Где из этих трех имамов Дагестана и один имам Дагестана и Чечни, где хоть один документ, где написано, что вот это земля аварцев, или лакцев, или даргинцев, или чеченцев? Нету. Это три имама. Окей, хорошо, уберем их. Они были безграмотными, они были такими, да? Хорошо, вы были великим цариром. Пускай это будет так. У вас было великое Хунзахское царство. Пускай это было так. А Хунзахское и другие царства.
Где документы на арабском, персидском, тюркском, на каком-либо языке, где сказано, что эти земли, вплоть до реки Аргун, принадлежали нам, это наше? Где? Где хоть один документ? Не надо вот эти там арабских переписках где-то там говорилось, что они нам платят. Конечно, сегодня это то же самое. Если я скажу, что сегодня все, кто живет в Чечне, получают из бюджета Чечни зарплату, они подданные чеченского народа. Это то же самое. Глупость же? Глупость. Это то же самое. А разве не так? О чем вы говорите? Культурное наследие, там начинают говорить, что по Гольдштейну, что восточными регионами чуть-чуть отличается западное архитектурное искусство от восточного. Ну да, конечно. С кем граничат, от того и, конечно же, вполне возможно, видят, какие у них жилища, какие у себя, где-то усовершенствованы, где-то улучшено, где-то строят из желтого камня, где-то из белого камня, где-то из красного кирпича. Это и до сих пор есть. Допустим, поясню вам, в Хасавюрте, где проживает процентов 30-40 чеченцев, да? Или в Аухе, дома отличаются от тех же домов, которые строены в Урус-Мартане и в Ачхой-Мартане. Они отличаются. Почему? Потому что в Аухе или в Хасавюрте, или на границе там, в той области, в Гудермесе там, да? В той области ближе и проще брать дагестанский камень и делать облицовку из этого камня. Но это не говорит о том, что если взяли дагестанский камень, что они взяли культуру или добывали свинец. Чеберлой были мастера в других вещах. Ауховцы были великолепные мастера истангов. И что? Разве оно написано, что это истанг только чисто чеченское? Везде все ученые говорят, в первой половине, второй половине 19 века самые лучшие истанги делались в восточной части Чечни, включая туда и непосредственно Хасавюрт и Хасавюртовский район ныне. То есть Ауховское наибство. Аух. Что самые лучшие мастера были там. Почему? Потому что и материала там было больше, шерсти. Плоскостная территория богата была овцеводством, само собой там и торговые точки. Потому что Кизляр, Астрахань, а мы знаем, что с 14 века есть документы, где ауховские ногчи, акоки, акинцы, акисы занимались бизнесом. И привозили вещи, краски, кожу, отвозили свое, там, занимались, грубо говоря, бизнесом и торговали с Астраханью, с Кизляром. Шахмурза Акотки, который заключал договор, одним из пунктов было свободная продажа и торговля где? В крепости Кизляр, в крепости Моздок, то есть где были русские, терское казачество. Свободный доступ. Чтобы чеченцы могли продавать древесину, известь, которая у нас была, соль. А про остальной экономический потенциал нашего народа я опубликовал у себя на странице, посмотрите. Одни из самых лучших черкесок, бурок и все остальное делалось у нас. Когда другие люди просто-напросто даже приезжали там на двухколесных арбах, посмотрите, одни из самых крутых лошадиных повозок были у чеченцев, которые приезжали на них, продавали в Моздок. Документы. Это же не я написал. Это все фиксировалось царскими таможней на тот период. Кто на чем приезжал, что привозил, сколько количества этого, сколько от этого эти миновые дворы, где менялись, на что менялись, эквивалентности суммы, сколько за это платили. Об этом все написано. Я не понимаю, о какой подати или о каких подданных можно говорить. Так, дальше. Гейс хватайпду, гейс хватайпду. Машалла, достойный брат. Так, дальше смотрим. Валлахи. Так, освободилось. Что там говорится?
Валлахи, территория Дагестана, на территории Дагестана находится Садовый Меттик. Каким образом он там очутился? За счет нашего проигрыша он там очутился. И заселения свободных земель другими представителями соседнего народа. Сюли. Поскольку, да не только Садвай, Анастуай и так далее и тому подобное. Ладно, это уже другая история немножко. Не хочу перегибать палку. Но должен архивный документ. Какие вопросы еще? Задавайте вопросы, если есть вопросы. А если нету, тогда я завершу эфир, потому что вы должны понимать, у нас, как говорится... Да, вот и по книгам то, что я говорил. Самое важное, одно из самых важных моментов, это то, что ни одна из карт, которая на тот период говорится, не говорится, что эта территория принадлежат Дагестану. Нет ни одной карты. Ни одной карты нету. Хотя на тот период территории подвластные Персии есть. Территории подвластные Грузии есть. Территории подвластные Турции есть. Российской империи есть. А вот независимых якобы народов Кавказа, которые вели свою независимую политику и не зависели ни от какой мощнейшей политической, точнее, мощнейшей соседней империи не зависели бы и были независимыми полностью, нету. Где она? Есть карты, на которых, да, Чечня до Дагестана, Чечня до Дербента, но извините. Поскольку народ чеченцы были большой, и они жили вплоть до Каспийского моря, да. Теряли ли в войнах? Теряли. И больше всех теряли. Во времена, начиная с Гамзат-бека, Гази Мухаммада, Гамзат-бека, имама Шамиля, чеченцы теряли огромное количество своих воинов. Где-то упоминаются, где-то не упоминаются. Но население теряли больше всего кто? Ногчи теряли. Земля была плодородная. В момент опасности, когда больше всего уничтожали, у чеченцев в менталитете, в психологии, что нужно возрождаться. 300 тысяч после 2 чеченских войн, которые длились там, начиная от 90-х, заканчивая 2009-10-х годах. Восполнили, восполняют. 10, 5, 6, 4 детей, 3 детей, без разницы. Беш уадясу. Они пытаются восстанавливаться. Вот такая у нас ментальность. Нас уничтожают, мы говорим, нет, мы возродимся. Нас уничтожают, мы возродимся. Наша ли вина в этом? Да, есть и моменты, где наша вина. Без всякого преувеличения. Там, где нужно мозгами работать, мы, к сожалению, работаем кулаками. И это не всегда правильно, тем более в современное время. Это нужно понимать. Вот это мы и доводим. Поэтому публикуем, говорю, Деба, Деша, Дахасан, Нохчикан. Вы думаете, мне приятно вот сидеть каждую эту книгу брать, зачитывать или вам рассказывать это, что я мог бы точно так же сидеть, какие-то кайфовые приколы рассказывать, собирать и сидеть здесь с вами, лясами чесать и проводить себе время. Все время рассказываю. Я как ребенок уже 3 дня не могу вот эту книгу отпустить, потому что я настолько просто рад этой книге. Да, она стоит не 1 миллион. Но для меня эта книга больше, чем 1 миллион. Для меня каждая книга истории моего народа это больше, потому что я заканчивал исторический факультет, я знаю, какими книгами я учился, как их было мало, как мы в библиотеках сожженных, уничтоженных собирали крохи. Я помню бедных своих преподавателей, которые чуть ли не побирались. Я помню достойных братьев-ингушей, которые приезжали с Ингушетии и преподавали. Да, Алгяшдуацун Джабраил Юрьевич Чахкиев. Золотой человек, мой преподаватель по археологии. Такой добрый человек.
Никогда, никакие деньги, ничего. Он всегда шел навстречу студентам. Он всегда говорил, как и остальные наши преподаватели. Это тяжелое время, когда забирали, пропадали молодые ребята, одурманенные различными, я не знаю, идеологиями. Он всегда говорил, несмотря на войну, несмотря ни на что, вы идете каждый день учиться. Взрывали, у нас на окнах были клеенки. Стекол не было. Со мной студенты, кто учился, мои однокурсники это помнят. Как мы писали рефераты, как мы ждали стипендию, у нас стипендия была 188 рублей. Это для того времени мы считали, что мы такие богатые. Переписывали друг у друга, рефераты брали и так далее и тому подобное. Как было, как матеря встречали многих своих сыновей университета, чтобы их не забрали, не пропадали после обучения. Было легко? Нет, не было. Нас никто не охранял, кроме Всевышнего Аллаха. Затемно уже посты закрывались, происходили ежедневные обстрелы, перестрелки. Вы думаете, мы забыли это или не знаем? Это сегодня могут многие не знать студенты, жить там на широкую землю, нечаянно услышать петарду и там был такой взрыв. Взрыв газа для нас уже стало таким, знаешь, там такой взрыв был. Мы дети, которые выросли среди войны, никуда не уехали, никуда не переселялись на свои земли, которые стали ныне соседним регионом. И еще нас упрекать за это? Я помню, что не было. И сегодня для меня каждая книга это на вес золота. Потому что я уверен, что наши потомки, наши дети будут читать эти книги и будут знать свою историю. Башлам, видел ли ты, есть карта 613 года, там есть только адыги, чеченцы, кумыки, лезгины. Юзер, скинь чат обратной связи или же ко мне в Инстаграм, в директ скинь, я скажу, видел или нет. Если ты говоришь 1613 года, то видел. Если ты говоришь какие-то другие, чисто 7 века карту, которую ты говоришь, я не видел. А 1613-17 года я видел эту карту, за что меня любят, ненавидят, точнее говорят, это фейковая карта, чеченцы размечтались, вруны создают и так далее. Эта карта написана Министерством образования в 1951 году, когда чеченцы были врагами народа и были в депортации. Ни один представитель чеченского народа не работал в высоких структурах, тем более Министерство образования или Министерство обороны России, СССР, и не мог туда просочиться и рисовать эту карту на радость чеченцам, потому что мы были врагами народа. Ну, кто-то, видать, имел какие-то исторические документы, и он опубликовал ее такой, какой есть. И мы никакого к этому отношения не имеем. Сегодня мы лишь констатируем факты. Ошибочно это было, не ошибочно, опровержений нет этой карты. Мы с ней знакомы, мы ее увидели, мы ее публикуем. В чем проблема? Не нравится? Флаг в руки, барабан на шею, идите в Кремль, на Красную площадь, к мавзолею Ленина. Просите, говорите, недостойная карта, отдали земли чеченцам, это неправда, переделайте, пожалуйста. Спрашивайте у них. Мы лишь констатируем факты, которыми вы точно так же констатируете. Сделав Лаудаева великим историком и этнографом. Хотя он не был ни этнографом, ни историком, ни ученым. Он был царский офицер. Башлам, ты достойный человек, но, к сожалению, среди них пока что не то, с кем можно было бы сесть и вести серьезный разговор, дискуссию. Уважаемые мои братья и сестры, мы открыты для всех. У меня очень хорошие взаимоотношения с нашими братьями-адыгами, кабардинцами, карачаевцами, некоторыми балкарцами, с лезгинами, которые открыты для дискуссии, с кумыками, которые открыты для дискуссии, которые могут вести нормальную дискуссию, в хороших добрососедских отношениях. Само собой, великолепные тоже отношения с грузинами. У меня нету ни с кем проблем. Проблемы есть с теми людьми, которые рассказывают сказки и претендуют с одной стороны до реки Аргун один этнос, и с другой стороны субэтнос, который претендует на другие земли. Вот в этом проблема. Народ, который больше, чем и тот, и другой этнос вместе взятые, претендует на землю
исконно автохтонного народа, который живет на своих землях, причем настолько сжато и сокращенно, что уже больше некуда. И, конечно же, рассказывают сказки, рисуют брелочки, делают ковер для намаза сложными землями. Как он собирается лбом бить Всевышнему Аллаху, если он уже на этой карте ложь? Я не знаю, но люди не стыдятся. Брелки, книги, даже пчелиный вот этот сетку сделали с картой, с территориями чеченцев. Яхцахи, дейлах, цакиры. Понятно, сюли ведут какую-то там у них 2-3 шизоида, которые это рисуют. Многие сюли этого не делают даже. Ну а эти-то, повсеместно это делают. Башлам, в 1785 году Кизляр Вейлат Хилдуй в составе Доғор-Цабах. Шейх Мансур за пределами чеченских земель напал Хунд-Эл, если это чеченские земли. Или именно на тот период. Я сказал, на тот период, Шудухдахаш. Я же сказал, что эти территории на тот период уже Хадах Гаскиши Дарбас. Я не говорю доисторическом. Как я такое могу сказать, когда по книге Гурама Гумбы мы знаем, докуда доходили наши земли? Мадейциши, Делдаш Мадейц. Каэс Пхуарт Экачас, Вайлатниш Халлей, между речи Терека и Сулака, которая называлась Ауховская равнина, теперь называется Кумыкская равнина. Я же вам это все рассказывал. Зачем вы мне рассказываете и говорите, Хони Сват, ты его назвал, это не наша земля. Я сказал, вы прислушайте слова. На тот период завоевали, расселились, поселились. Все. Это все, что я сказал. Я не знаю, может я неправильно как-то говорю. Если вы зашли в эфир или отправили, вот нажмите видео с кнопочкой, и мы поговорим с вами. Объясните лицом к лицу, стесняться не нужно. Мы не материмся, мы нормально ведем дискуссию, мы открыты для всех. Уже в Телеграме заходите, мы же общаемся в Телеграм-чате. И нет никаких проблем с этим. Вот. Так, личный вопрос. Собрал. Так. Уважаемый Бекхан. Бекхан, если бы что-либо поступило бы ко мне, то есть во время эфира, если бы вы оказали поддержку, я бы его зачитал и сказал, Бекхан поддержал наш канал, задонатил. Если этого нету, если я молчу про это, значит, ничего не приходило. Поэтому прошу прощения, мы чисты. Все, что мы могли, я вам сказал, нам один и наш брат Орстхоевец помог, мы за него купили 5-6 книг, с которыми я вас ознакомил, и скоро мы опубликуем много нового материала. Ну и наша золотая книга, это вот великолепная красавица, Кодекс чести Онхалла. Вот эта книга, конечно, это нечто. И что он дошел? Вот. И с радостью всегда готовы поговорить и пообщаться с вами. В любое время заходите, задаете вопрос, я с радостью отвечу на ваш вопрос. Я и сейчас отвечаю. Нам никакой разницы, мне нету никакой разницы. От вас ничего не скрываю. Вы мне пишете, я бы сказал, по территориям и так далее и тому подобное. Я еще раз говорю. Пятница, суббота, воскресенье, 21:30 и дальше в этом промежутке, если у меня есть доступ к интернету, если есть возможность, я выйду в прямой эфир, задавайте любые вопросы. Отправляйте запрос, не бойтесь. Если вы, конечно, вы любите, доказываете свою правоту, вам бояться нечего. Ничем противозаконным мы здесь не занимаемся. Мы говорим об истории, культуре, географии, традициях нашего народа. Вот. Точнее, в рамках дозволенного.
Что дозволено? Говорить о своей истории. Ссылаясь на авторов, или же рассказывать, мой дедушка рассказал, моя бабушка рассказала, говорить, возраст в этом селе вот так-то, так-то. Мы выслушаем. И никаких проблем нету. То, что там боятся, там один норвежец написал, там, вы слушайте, не делайте ему просмотры, здесь не заходите. Да чихать я не хотел. От того, что норвежцы заходят и смотрят, мне вот, ни тепло, ни холода. У меня десятки, сотни тысяч просмотров в Ютубе не от норвежцев, а от тех людей, которые смотрят. Понимаете? Это остальные народы, которые живут вокруг, которые живут за пределами. Мне без разницы. Если на вас не горит шапка, если вы не виноваты ни в чем, то вам переживать не за что. Слушайте, делитесь. Говорите о взаимоотношениях. Вот и все. Дальше. Ассаламу алейкум башламу алейкум ассалам. Ранее ты отвечал на мой вопрос, что Ялхуай это коренной чеченский тейп. Но если у этого тейпа гора, я знаю только про Ялхуай Мохк. Ялхуай гора есть. Село есть. Башня есть. Я ответил на твой вопрос. Надеюсь, понятно. Ялхуай Мохк, Ялхуай Лам, Ялхуай Бау, Йольшью, должда архивный документ. Вам нужно знать свою историю. Ва алейкум ассаламу рахматуллах. Кто такой норвежец? Норвежец это человек, который не имеет национальности, который врет, сочиняет, обманывает, рассказывает небылицы. Короче, создун он. Конченый создун, который врет, присваивает чужое. Ну, то это и есть сказочник. Норвежец это сказочник. Он не имеет ни национальность, не имеет ни пол, и не имеет ни веры, ни совести, ни чести. Башлам, почему ингуши говорят, что их территория до Шахми-Юрта, а некоторые говорят до Аргуна? На что они основываются? Ни на что они не основываются, это бред ксивой кобылы, конечно же. Ингуши на сегодняшний день живут на своей территории. С нашей стороны они даже получили больше от своих братьев Нохчи. С этой стороны. Что у них с соседями осетинами, это их личное дело уже. Поскольку мы уже как бы каждый является отдельным субъектом федерации. Вот так я отвечу. Мы дали им больше, чем у них было. До того, как они объединились с нами. А до того, как они объединились с нами, и до того, когда им создали в 1860 году, сделали административным округом, это были лишь одни общества одного народа. Вот. Как этот народ назывался? Об этом у нас был предыдущий эфир на телеграм-канале. Назывался он дзурдзуками, назывался он кистинцами, назывался он аланами. Ну, Ла-Амарой это вообще, конечно же, полнейшая ерунда. Ла-Амарой у вас там, у нас Ла-Манхой. Это полнейшая ерунда, потому что это не название народа. Все, кто является, вот я и все Нохчи являются Ла-Манхой. Почему? Потому что мы все горные. Да, есть версия некоторых представителей нашего народа, что мы с плоскости поднялись в горы. Но это, конечно же, я с этим не согласен. Почему? Даже ссылаясь на легенды и остальное все, возьмем элементарно одно. Например, то, что Ноев ковчег был в горах. С гор уже вода с гор пошла вниз, начали расселяться. Это получается не с равнины в горы, а с гор на равнину. Чисто гипотетически. Что касается, верю ли я легенду Нохи, потомками Ноя, я не только верю, я убежден в этом. Что мы являемся потомками Ноя. Что легенда Леонтия Мравелли, Картлис Ховреба, что она ближе
действительности, нежели чем теория Дарвина. Вот так я скажу. Это мое лично субъективное мнение. Почему? Потому что уж очень много совпадений. О том, что Леки, младший брат Кавказуса. Почему? Потому что реально автохтонные народы Леки, лезгины называть, или как угодно называть, или кто относился к лекам, они являются по крови не так-то уж далеки от нас. Я не говорю про пришлых завоевателей и так далее и тому подобное. Это совпадает. Что они являются автохтонами Кавказа, это тоже совпадает. Что до них здесь никого не было, да. Остальные массагеты, хунны, гунны, скифы, сарматы и все остальные вот эти амазонки и все это остальное. Но, честно сказать, это все было и все. Поэтому не больше, кто является еще, кто является или не является. Возможно, конечно же, тот, кто верующий человек, все скажут, что они потомки Ноя. Абсолютно верно, никто не спорит. Однако имя, как Нах, народ Ноя, за собой закрепили Нохчи и несут его. Кто-то согласен, кто-то не согласен. Нах, народ этой местности, называйте как хотите это. Но этот народ Ноя. Галгай, Нохчи в войнах или нет? Галгай это бывший Тейп. То есть это не был народом. Если ты скажешь ингуши, Нохчи, я тебе скажу так. Нохчи, ингуши и бацбийцы под термин войнахи записаны. Это было когда-то так. Прошу не путать. Ни Мялхи, ни Ахкай, ни Тирой. Это не надо говорить, этого нет. Все, которые я перечислил, Ахкай, Майсто, Мялхи, все это Нохчи народ. А вот как они зафиксировали, это чеченцы, ингуши и бацбийцы. Их после 1930-го, 28-30 года, в 20 веке, Мальсагов и Яковлев начал фиксировать как войнахи. Если ты имеешь название народа в войнах, нету такого названия. Войнах это обозначает наши люди. Войнах, арнах, гергернах, чурнах, хиринах. Это два слова. Вот. Названия такого нету народа. Но то, что это обозначение объединяло нас всех вместе, это есть. Башлан, кто автор книги Онхолла? Автор книги Онхолла Лечи Ильяса. Вот. Брат, который задонатил Аштховец, я надеюсь, что этот брат, он сказал, что еще поговорит с некоторыми своими друзьями, что найдет нам меценатов, которые поддержат нас. Я надеюсь, что этот брат и его друзья послушают и будут нас поддерживать. Тогда у нас будет еще больше материала, и я вам смогу... Все книги, я не просто так вам их показываю, я материалы буду публиковать, знакомить вас. Само собой, вы уже будете передавать короткими отрывками все, что вы узнаете о нашей истории. И это очень важно, чтобы проверить любого лжеца. Что касается остальных книг, если у нас получится, я надеюсь, что у этого брата получится. Был еще один брат под никнеймом Нохчо. Он спросил у меня, есть ли у меня криптокошелек, я ему скинул. Обещал, что тоже будет спонсировать, помогать нашему каналу, приобрести материалы, документы. Я ему отправил, после этого больше, как говорится, я его не видел, не слышал, по крайней мере. Отправить я ему отправил, какие книги, почем, что, к чему. Вот, у нас суть не столь важна. Вот так вот. Друзья, давайте быстрее, задавайте вопросы, и я отвечу, потому что у нас сжатое время. Поэтому
имеют ли этническое отношение чеченцы к аланам, или мы просто входили к ним территориально, видел на карте, что равнина. Этническое отношение, конечно, имеют. Аланы это и есть и чеченцы, и ингуши, и карачайцы. Это название Аланы, а народы, которые проживали в нем, это и были и наши народы, и остальные. Что равнина была включена в Аланию, а горы были Дзурдзуке. Да, Дзурдзукети это национальное государство, а Алания это многонациональное государство. Вот и все, разница это. Мое мнение таково. Дзурдзукети чисто этнически только Нохчи. Ну, хорошо, да, Ламанхуай возьмем, да? Это Шарой, это Джиберлой, это Галанчош, это Аргунское ущелье. Вот эта область, горная часть, то есть это где уже большие горы, это была Дзурдзукети, недоступное место. А вот предгорная часть равнина, Терская равнина, Сунжинская равнина, это уже было государство Алания. Вот так вот. Дальше. Какие вопросы? Ибрахим, есть вопросы? Есть... Кувка. А что они говорят, если не Нохчи? Мелхи. Ну, это, давай так скажем. Как они у вас себя называют среди вас и с вашей пропагандой без обиды? Возможно, они называют себя как хотят. Мелхи это тухум, не больше, это не народ. Уарстой это не народ, это тухум. Тирой это не народ, это тухум или тейп, как назвать. Это часть народа. Я не говорю название тейпа или название тухума, какое у них, я не говорю. Я говорю, как неотъемлемая часть единого народа, они являются нохчи, чеченцы. Любой человек, который говорит иначе, пускай докажет, я готов. Башлам. Какие гаплогруппы являются потомками Ноя? Потому что у нас есть Q, L, J, J, админ. Отправь. Потомками Ноя. Ну, во-первых, потомками Ноя является вся ветка гаплогрупп. Это логично, потому что от 3 сыновей Ноя пошло все человечество. 7. От него пошли семиты, арабы, евреи, негры и так далее. Африканские, да? Хам, от него пошли хамикиты. То есть это монголоидная раса. Японцы, китайцы, киргизы и так далее и тому подобное. И Иофет. Это кавказианская раса. Наша раса, которая называется европеоидная. Вот. Поэтому гаплогруппы к ним отношения уже в дальнейшем имеют, не имеют. J1 и J2 это произвольные. J1, потом идет J2. L2, L3 то же самое. Посмотрите, я думаю. Поэтому гаплогруппы здесь немножко соотношение неправильно. Потому что по идее, если мы говорим о гаплогруппах, получается, что у Ноя были 3 сыновей, и все они должны были иметь одну гаплогруппу. Но мы предполагаем, а Всевышний располагает. Вот. Наука о гаплогруппах, всего остальное появилось, мы знаем, да, как наука описывает, как появилась монголоидная раса, и как появилась негроидная раса, и европеоидная, то есть кавказианская раса. 3 брата. Хам, Сим и Афет. От 3 сыновей пошло. Не стоит об этом забывать. У них, по идее, должна была быть одна гаплогруппа. Но никто не знает гаплогруппу пророка Ноха, алейхиссалам. Потому что, чтобы узнать гаплогруппу Ноя, нужно произвести раскопку. И не забывайте, что пророк Ной, алейхиссалам, жил 950 лет. Сколько прожили его сыновья, сколько потомков они оставили, за какой период и на различных континентах, как у них изменилась внешность под различными природными явлениями, это уже другой вопрос. Не забывайте об этом. Ведь монголоидная раса, они не были
всегда такими. То есть выглядели немножко другой. Мне рассказывать, к какому тэпу и какие гаплогруппы относятся, не нужно. Я прекрасно знаю так. Ассаламу алейкум, башлам. Какая гаплогруппа у Эшбатой? J2, Яц, Бохрук, Дуй. Большинство же ногти J2 нет. Ну, во-первых, Эшбатой, насколько я знаю, как и Вардлай, Энгной, Шуануай, там несколько тэпов, которые являются одной веткой, Q является гаплогруппой. Вот. Есть те, которые в Европе сдавали, у них показало J2. Но они сдавали не у Пахрудина Асанова и не в общей ветке. У них показало J2. Насколько это достоверно, опять же, у нас очень малое количество сдали ДНК, и мы не знаем. Что касается... Это 4 ветки, мы говорим. Их больше. Это большие, не 4, а даже 5 веток, насколько я знаю. Во-первых, это J1, J2, Q, L3 и G2, если я не ошибаюсь. Тоже есть. Поэтому над этим с генетиками нужно очень поработать, конечно же, узнать. Так. Что тут? Ваше сообщение следующее. Кавказские линии в Черноморском споре выявлены документы о направлении и пребывании в Санкт-Петербурге в 1842 году. Таймасхан Маловой. В фоне главного управления имеется краткая переписка приговора. Приписка об утверждении приговора Байсангуру Биноевскому и его сообщникам. Выявлены документы, переданные на цифровое копирование. Так. Это интересный документ. Ваша соития прямой эфир АУ. Я пока веду прямой эфир. Как закончу, я отвечу по документу. Но если этот документ верен, то это очень даже интересно. Что тут про Байсангуру? На ваше письмо сообщение следующее. В фондах инспекторского департамента военного министерства и штаба войск Кавказской линии и в Черноморье расположенных выявлены документы о направлении и пребывании в Санкт-Петербурге в 1842 году Тамасхан Маловой в фонде Главного военного судебного управления имеется краткая переписка об утверждении приговора Байсангуру Биноевскому и его сообщникам в 1861 году. Выявлены документы. Это бомба. Это очень интересно. Скоро будет, скоро. Эфир Южлячама. Свежайший, достоверный инструмент. Дольше, да, архивный документ. Так. Я вас слухаю. Ой, она позвала волне. Так. Какие вопросы у вас есть еще? Задавайте вопросы, если есть вопросы. Если хотите поговорить, нажмите на камеру и отправьте запрос. Обязательно ответим. Если же нету, тогда мы завершим. Как на Кавказе появились тюркские народы, в том числе Дагестан, 36 национальностей. На Кавказе тюркские народы как появились, мы знаем, с нашествием монголо-татар
а потом и татаро-монгол, так и появились на Кавказе племена. Ну, некоторые. Другие же есть версии о том, что они, поскольку Кавказ находится на Великом Шелковом пути, что вот по Шелковому пути, по разным путям они добрались. Те самые гунны, которых все себе пытаются приписывать, я абсолютно не сторонник того, чтобы приписывать. Гунны, по официальным историческим данным, считается, что это племя китайское, северного части Китая, и называются они на самом деле хунну. Хунну или же гунну. Гунны называются. Поэтому являются ли гунны тюрками, я сомневаюсь. Но что они официально в исторической науке являются представителями северной части Китая и считаются одним из общества китайского народа, или как правильно, этноса, как их будет правильно называть. Это вот в истории так описано официально. А тюрки как появились? Ну, я думаю, вы знаете это. И монголо-татарское нашествие, и татаро-монгольское нашествие. Вот, так и появились. У нас они в основном появились через Дагестан. Одни говорят, другие говорят, что через Астрахань, через эту область. Ну, как бы то ни было, степные части, они все больше и больше захватывали и занимались своим перегонным скотом и так далее и тому подобное. Так, что у нас тут еще? Какая-то тишина у вас. Если у вас есть вопросы, задавайте. Если нету, тогда на этом мы закончим. Завтра я постараюсь тогда провести в Телеграм эфир. То есть мы будем и в Телеграме, и Инстаграме, и в Ютубе одновременно. Я постараюсь. Но, так скажем, потому что в Ютубе, в Телеграме намного больше людей, которые общаются, говорят, задают вопросы. Вы очень пассивные почему-то, я не знаю почему. Я постараюсь тогда, чтобы мы более активно. Ибрахим, есть в Ютубе вопросы еще? На этом мы тогда завершим. 2 минуты, у меня, к сожалению, трафик заканчивается. Галвай Нохчи один народ. Или это вопрос, или это утверждение? Нохчи, Галвай один народ. Абсолютно согласен с тобой. Это один народ. Нохчи народ, Галвай. Дерез хил, он башлан буш, буш бяшбег. Дерез масана хил, дал сидуэл. Постараемся максимально сделать. Ну, чем больше вопросов, тем больше вы услышите ответы на свои вопросы. И прошу вникать лучше в данной ситуации. Конечно же, огромную благодарность я буду выражать всегда тем, кто поддерживает наш канал. Благодаря нашим братьям и сестрам, которые поддерживают наш канал, мы живем и существуем. Чем меньше людей, которые поддерживают канал, тогда, само собой, тем меньше у нас прямых эфиров и стримов. Это, к сожалению, суровая жизнь. Сеска Солса – это наш герой эпоса или всего Кавказа. Просто у других народов он называется по-другому. Сеска Солса – это наш герой, национальный герой. Называют ли его другие народы своим? Вполне возможно. Или называют его иным. Но Сеска Солса был Нохчи. Так скажем. По-моему, ДНК тоже может меняться, ведь в одной и той же семье бывают все гаплогруппы крови, еще только зачатки. Этого сказать я не могу, надо смотреть и провести генетика. Он может сказать, когда меняется и в какое время. Башлам, по твоему мнению, какого древнего государства мы, Нохчи, являемся осколком, потомками? Здесь было много разных государств, это очень сложный вопрос. Было государство Сим-Сим, было государство Алания, было государство Хазария, было государство Золотой Орды, как бы она ни называлась, часть Золотой Орды владела этими землями, по крайней мере.
Вот, было государство Дзурдзукетия, называйте его так, да, государственным устройством. Кому относилось, возможно, никому не относилось, всегда жили отдельно, как и жили у себя в горах независимо. Вполне возможно, а может быть и нет. Но аланисты не согласны, хазариты тоже не согласны, то есть представители вот этой теории хазарского государства, представители Аланского царства тоже недовольны и спорят. Представители, те, которые знают хоть немного о государстве Сим-Сим, они тоже не согласны. Ну вот у нас такая перевод. Для этого мы собираем материалы для этого и публикуем, получаем каждый день все больше и больше нового интересного материала. И я вас знакомлю, мы лишь предполагаем, знает Всевышний Аллах. Беркатихил башлам асанновой вежари, аижари, абох, вайкому, пойдем бешбу. Барзал, дерезхил, Барзал, ты всегда пытаешься поддержать, ты всегда пытаешься призвать всех, чтобы помогали, донатили, лайкали, писали комментарии. За это тебе огромное спасибо, Баркала, брат. Барзал, да, сидвал, да, духвахвал, а просто альча хазхит поддержать вечер добрыми словами. Я имею в виду государство, которым 3-5 тысяч лет. Таких государств я не знаю. 3-5 тысяч лет таких государств, которые столько существовали, я не знаю. Башлам. Тюрки тоже потеряли свою письменность. Я не знаю. Навряд ли потеряли они свою письменность. Они не считают таковыми. Они говорят, что их письменность сохраненная. Потеряли ли они? Если ты конкретно говоришь про карачаевцев и балкарцев, то они не являются тюрками. Они язык переняли, свой родной язык потеряли. Карачаевцы и балкарцы являются коренным народом и частью как раз-таки Аланского царства. Но то, что они под влиянием потеряли полностью свой язык, это да. Это неудивительно. На сегодняшний день есть некоторые народы в России, которые потеряли свой родной язык и говорят на русском языке. Как бы это ни звучало странно, чем больше люди говорят на языке тех, кто сегодня там является государствообразующим, они все больше отказываются от родного языка, переходят, оставляют, и он пропадает. Это тенденция в мире, все меньше и меньше других языков, и сводится на нет вот эти мелкие языки. ЮНЕСКО поэтому поднимает вопрос, почему же родной язык теряется. Башлам, ты можешь сказать что-нибудь насчет ковчега, который может быть в горах Чечни? Ахмед Банукаев. Да, могу сказать. Если найдут больше доказательств, я буду только рад. К сожалению, инициатива хорошая, предположений очень много, но достоверно доказательств пока маловато. Я понимаю, что к этому относиться могут по-разному, но, к сожалению, это так. Это так. Поэтому говорить, что там это однозначно у нас, я не такой человек. Я в крайности пытаюсь не бросаться. Поэтому я закидываю то, что турки там говорят, что у них, то, что наши говорят, что у нас. Я закидываю различные материалы. Читал один интересный факт про Урарту. У них человека, совершивший проступок, позорили, натирая его лицо смолой. А у нас есть выражение «Юх аджхватда». Не забывайте, все-таки без всякого сомнения можно утверждать, что мы являемся потомками Хурита-Урартского государства. Поэтому это вполне возможно. Башлам, а государство Урарту наш или по сосед? Нет. Мы являемся потомками, или по крайней мере, как писали советские ученые, близко родственными народами с Хурита-Урартскими. Очень много совпадений, много и косвенных, и лингвистических доказательств. Нужно узнать насчет ДНК, по крайней мере, посмотрим, время покажет, может, многое от нас скрывается, и скрывают от нас многое. Все может быть. Все может быть. Мы от этого не отказываемся.
ишт хамаштук, должда архивный документ. Так что я вот так скажу. Так. Что еще? Да, слухаю. Нет, в последнее время нет. В последнее время нет. Да, задаются вопросы, но, к сожалению, из-за технических проблем я редко выхожу, потому что с телефоном проблемы. Вот. Что касается ответов, но если вы будете задавать вопросы касаемо моих последних постов, конечно, я отвечу на любой ваш вопрос. Башлам, я уверен, что он на территории Нохчичуэ. Но я не могу быть таким уверенным. К сожалению, ты человек свободный, можешь себе это позволить. Я не могу. Вот так вот. Да, я, к сожалению, последнюю неделю болею, есть проблемы. Серьезные проблемы, но это связано с позвоночником. Грыжи, короче. Проблема ащу. Ну ничего, удейду. Дал хадельчин варезду, альхамдулиллах. Дал дейчин варезду. Хирдек хирду, дочун доумадац. И что нужно. Так что... Нохчи галвай, амагфу эддер вай барт туш. Нохчи галвай барт халите, цаама эддер. Пütsa pütsa, овше гергел улил, шхорому шише керта, шише махка. Хуман довдеш, хилчане, нохчи галвай барт хирбу. Дах вежри дуй хорду. Шевеше керт герца üш, шевеше хуман текидаца üш. Ах барт хирбу алхияцу. Нохчи ши гуктас галгашан текид. Галгаши гуктас нохчи шан текид. İşte bu. Вот. Ах шадек дикхерду хорому шише биша дегдуч, шише керта дегдуч хилчан. Так барт хирбу. Пütsa pütsa. Пütsa pütsa шадек дикхерду. Ладно. Ибраим, там все? Дересхил. Духвахик Бекхан. Я же говорю, ничего не поступало. Ни на Kiwi кошелек, ни на крипто кошелек, ни на карту, ни Donation Alerts. Никуда ничего не поступало. Донатов сегодня не было. Если было бы, я бы поблагодарил. Качаться, улаяться. Вы же все знаете, когда кто-то что-то отправляет или поддерживает, я всегда говорю. К сожалению, культуры помогать у нас нету. Если у тебя не сгорел дом, если ты не болеешь страшной болезнью или цачо зъехом цахали, в остальном плане у нас поддерживать, развивать у нас такого нету, поэтому не удивляйтесь. Я уже к этому привык. Так что все нормально. Всегда иду. До целого дома дать. Дальше. Что еще? Так. Ну, я же говорил по заповеднику, я не слышал, чтобы чеченские или чеченская сторона кто-либо вообще хотел расширить территорию национального парка Даймак за счет
ингушского эрзи. Такой информации нету. По мне это просто некоторые люди пытаются привлечь внимание. Это ерунда. А так все хорошо будет. Хорошо, все. На этом тогда мы заканчиваем. Завтра постараемся сделать эфир 21:00 на Инстаграм, Ютуб и Телеграме. Ибраим. Постараемся сделать. Асрагиру майна обязательно цахольшту. Поэтому, да, это карта Чечни. Гуштуем. Хара нохчичую. Хара дюлкю. Седахи дюлкю. Хара аухю. Хар кидайл нохчичую. Но не исторически вся территория. Хара в канале логотипию. Я надеюсь, показал. Хара нохчи баттикю. Австрия вош вояетен варчел. Австрийский выжрешен. Да сидуэл дал духуахуал. За нашу мотивацию. Хелиз мотивацию. Книги. Еще раз огромная благодарность Мусаки Алиазин Урмасу. Ваша, как видишь, обязательно сделаю. Очень постараюсь сделать хороший PDF формат и тебе отправить. Да, если кто-то есть, кто может в городе Грозном, у кого есть скан, кто может отсканировать его в PDF формате, дайте знать, я вам буду очень сильно благодарен. Копию оставлю вам. Мне нужно было сделать скан на эту книгу. Не думайте, там не так уж много страниц, они очень просто плотные, поэтому кажется. В PDF формате отсканировать и новые очень на Америке даят еще. Если у кого-то есть скан и может себе позволить нам помочь, свяжитесь со мной в директ или бот обратной связи у Ибраима в Ютубе. Дайте знать, я подъеду и мы сделаем, отсканируем PDF формат и оставим вам, отправим одну в Америку. И заодно можете ознакомиться с данным материалом. На этом я заканчиваю свой сегодняшний эфир. С вами был Башлам на канале bashlam.39 Live. Подписывайтесь на Инстаграм, Ютуб, Телеграм, ВКонтакте, Фейсбуке, в Твиттере. Инстаграм 2 канала. Рутубе, Ютубе. Кроме Одноклассников мы есть везде. Подписывайтесь или bashlam.39 или bashlam.39 Live или Башлам Чимаев. Везде вы будете находить актуальную, важную информацию о новой истории, политике, географии, культуре. Все, что касается нас, важно для нашего народа. Всем огромная благодарность. Очень прошу всех наших подписчиков приглашать все больше и больше к нам подписчиков. Пускай подписываются, нажимают на колокольчик, чтобы получать оповещение, когда начнется эфир. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, распространяйте информацию. И еще, уважаемые друзья, не забывайте обязательно, еще раз повторюсь, ставить лайки, оставлять комментарии или смайлики оставлять какие-нибудь, чтобы распространять все больше и больше о нашем канале. Чем больше мы будем доводить до наших людей нашу историю, традицию, культуру рассказывать, тем лучше. Если вам кто-то будет говорить, что он знает лучше нашу историю, новчую историю он знает лучше другой национальности, суперпафосный историк, суперпафосный блогер, академик, вы можете ему оставить ссылку на наш канал, пускай придет к нам в эфир, показывая свое лицо, докажет свои слова, что он знает лучше нашу историю, или его обвинение имеет под собой основу или нет, и мы посмотрим. Если я буду неправ, я скажу, что я неправ, я проиграл, что харцу сункиндирду. Если же он проиграет, вы это увидите все наглядно. Мы никого не боимся, любую национальность вы можете прийти, культурно провести дискуссию, пообщаться о истории, культуре, традиции, взаимоотношениях с соседними регионами. Мы всегда рады любым гостям, любое время. Мы открыты для конструктивного, хорошего диалога. Всем добра, мира. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. С вами был брат Башлам. Я буду на связи, то есть, если я даже сейчас эфир закончится, вы можете написать, если что вам интересно, обязательно отвечу. Будут карты, какие-то очень важные видео или информация о нашей истории, о нашей территории.
скидывайте ко мне в директ. Обязательно я вам скажу, у нас есть эта карта, нету этой карты, нужно это, опубликовали мы или нет. Всем добра, адиквел, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ибраим, всем ютубовским волкам, шундере, схил, дал сидуэль, дал дуптахтуэль, вой связяду. Maçya büyüşte alo. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şunday reis kul. Efir yakılar, like yılan. Kanal ediyazdalar.